Улу Киевит Михаил Ильич Николаев, Собабит Эйген, Сигурьевит Айяха, Беге Угарават Махтолбут, Эйген Угудым Геляты, Эварде. Михаил Ильич, я у Михаила Ильича являюсь соратником, посчитал 33 года, 89-го года. И началось это с того, когда, как автор проекта «Концепция национальной школы» к нему позвонил, по телефонному справочнику взял телефон, пришел на презентацию Сайсара в Чайковского 30, и через небольшое время я был назначен, привлечен как заместитель министра образования, затем министром образования. Был активным деятелем движения за суверенитет. От имени Сахалмук мы представляли свой вариант. Он позвал и сказал: давай вместе работать, давайте вместе работать с нами. Я включился как соратник. Когда в день принятия Декларации о государственном суверенитете, вот 27-го, 90-го года, вечером позвал кабинет и сказал: через 2 недели, 8 октября, начинаем работу над проектом Конституции Республики. Оказалось, что, понятно, что он председателем в этой комиссии 57 человек, Власов Васильев заместителем, я руководителем стал рабочей группы разработки Конституции нашей Республики. И когда принималась 3-4 апреля 1992 года, 2 дня докладывал, отвечал на вопросы депутатов. И 27 апреля стал днем вступления в силу Конституции нашей Республики. С тех пор, ощущая себя соратником Михаила Ильича, скажу слово как соратник. Михаил Ильич — это тот человек, который, когда появилось новое время, открыто и вперед появился. Это редкость. В 20 веке для нашего народа, для якутян, только 2 раза было открыто вперед. И он сказал, он взял на себя, заявил о себе, взял на себя ответственность и оказался на тысь истории. На тысь истории. И стал лидером, без всякого по сегодняшний день, не только народа Саха, но и многонационального народа Республики Саха. Вопрос такой сложный, но простой. В чем его величие? Я свою версию ответа выскажу в этот торжественный, интересный день на земле Хагаласской, родине Михаила Ильича. Величие человека проявляется не только тем, что он много-много чего сделал, но и, как сказать, через века будут говорить одним словом, в чем его величие. Я попытаюсь сказать, свое понимание высказать. Здесь он организатор, он автор, даже сперва автор на первом месте, организатор и тот, который практику жизни воплотил в государственность республики на уровне государства в составе Российской Федерации. Сегодня мы мало потребляем слово государственность, довольно скромно употребляем государство, то еще меньше, хотя здесь надо понимать, что в те времена государственного суверенитета, вы исходили из того, что суверенитет — это государственный суверенитет, это право на власть. И она была не только провозглашена, но и реализована, это право, в системе власти всей, притом от имени народа и для народа. И руководил Михаил Ефимович от жизни и для народа. Второй признак большой — это государственный суверенитет, это право на природные ресурсы. Здесь говорили про Алброс и другие компании. Я скажу обобщенно, 94% всех предприятий, всего имущества, всего богатства, Неррингеры, Мерны, всех было в те времена
принята собственность республики, зафиксирована в Министерстве имущества. Вот это основа государственности. Государство, то, что вот статус государства была закреплена не только республиканской конституцией и законом, но и конституцией Российской Федерации. То есть из 100 лет нашей республики мы 69 были автономного развития. А 31 год – это республика с государственностью. Из них 10 с лишним лет его руководства, но даже 1,5 десятка лет – это как государство в составе Российской Федерации. Полноправный смысл слова. Поэтому мы не должны этого забывать, не только гордиться, но мы должны нести вот это знамя, этот флаг, это достижение последующим поколениям. С исторической и завершения скажу историческое сравнение. Вот сидели позавчера на круглом столе, вот Александр Николаевич организовал, и я рядом сидел народу, и так прикинулись вначале. Через 100 лет, 200 лет, кого будут называть великими народа Саха нашей республики, деятелями великих? Ну, мое мнение и мой взгляд на это Максим Кириллович Амбосов со своей плеядой, командой, он добился автономии. Но автономное развитие было, еще раз говорю, 69. Сегодня говорит, что мы автономное развитие несем, идем. Это некорректно. А государство в составе Российской Федерации, государственность республики, это Михаил Ефимович Николаев. Поэтому он наш великий человек, не только лидер, духовный лидер всего народа, но и человек, который совершил, сделал, имеет великое свершение. И хочу, чтобы в этот день поздравить хангаласов, всех якутян, всех нас этим днем. И тоже чуть-чуть маленько добавить к этому историческому уже не экскурсу, а взгляду. Вот 2 периода было открытых в 20 веке. В 21 веке будет максимум 2, минимум 1. И если будет 2 открытых периода, то первым, возможно, мы даже не достигнем того, что достигли при Михаиле Ефимовиче Николаеве. Уровень государственности. Тогда было 94% собственности республики владел. Сегодня, к сожалению, около 9%. Тогда вот мы говорим о концепции национальных школ, даже пример взять, который народное одобрение получил, в Верховном Совете был рассмотрен, дважды постановление правительства, указ, и ни один документ не был ревизирован. Эта концепция уже не, я сказал, я автор проекта сказал, но это стало уже комплектом, это государственная политика, одно из направлений государственной политики, комплекс документов государственных. Я призываю правительство дальше здесь вот обратить внимание, особенно сейчас, это новые вот сейчас времена, когда наша молодежь идет на западные направления, на мобилизацию, воодушевляется чем? Нашим Осохой. То есть находим силы, молодежь находит силу истоков своих. Поэтому российская власть должна больше придать значение, новое значение вот, национальным республикам, всем народам республики, чтобы единство и многообразие России этим еще укреплялось и цементировалось. Поэтому я считаю, что и даже первый открытый период, когда после этого века будет, там полностью будет востребована концепция обновления развития национальной школы. Но я хочу, чтобы мы смогли здесь соратниками Михаила Ефимовича, все остальные действующие деятели, родители государственности нашей республики, того же направления, образования, других направлений, чтобы мы дошли до этого открытого периода и передали достойно, постарались передать достойно новому поколению, которые возьмут на себя тоже ответственность на себя. И за обновление и развитие, более развитие, чтобы наша республика, чтобы наша Россия, чтобы мы вновь зашли на пути, на тропу и на широкую дорогу развития. Для этого очень хочу, Михаил Ефимович вложил здесь огромный вклад.
И мы все сегодня преклоняемся перед ним. Спасибо за внимание.